Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. В начале главных тем. День памяти шейха Кунта Хаджи Кишиева. В республике чтят наследие великого устаза. Знаковая дата. Отделение Социального фонда России по Чеченской Республике с первого дня уверенно выполняет свою миссию. Социальный фонд отмечает профессиональный праздник. Герои татами. Победил и стал чемпионом. Для меня это очень большая мотивация, буду еще больше тренироваться. Победители турнира по джиу-джитсу в нашем выпуске. Пятница – особый день для мусульман, который имеет глубокое духовное значение. В этот день верующие собираются в мечети для совершения джума-намаза, чтобы вместе помолиться, укрепить веру и почувствовать единство общины. Рамзан Кадыров вместе с соратниками совершил рузба-намаз в мечети имени любимого дяди посланника Хамзата. В своей проповеди имам Адам Шахидов рассказал о людях, приближенных к Всевышнему Аллаху. Одним из таких был шейх Кунта Хаджи Кишиев, выдающийся религиозный деятель, оставивший неизгладимый след в истории чеченского народа. Его имя на протяжении многих поколений олицетворяет преданность вере, духовную чистоту и высокие нравственные устои. Богослов отметил, что его наставления и сегодня служат источником вдохновения, стремящихся к истинному пониманию религии. تخن سنليرش دينا شبعي قوي شرح إلسان يرتاحا ديل جرجر وقولي دنيا شواله تيفن قريشي وش هاشميتينا ولش خيدين كشي ومبارك حج دال غيلي تايلتن درجع لقوا قيل إذا سواء إسان ديل جرجر ناخ دنيا شوحا صار درجي نريجا ديل دقحي خوار خزخيل داشتول غير خلق صار إلسان در حاجي جرق أستنا بالخل باش بولشو ديك بالخشي خبحون ألش الديل دقحي خوارا شي مريد شوق اعتدلين سوا درج در مثلا ويدق شلدش دلو فرض لابدين شولت بعد ذكر لا إله إلا الله أول سنبو خبحون ألشي ديل يلشنو عليه الصلاة والسلام تربل عيلي يشينا هاني حان خلدش دول ويردو إذا هاني إرتحان دينا طيبا باش خلدش دول دشنش ثاني ديل دقحي خوش واخي إن عشر إذا ديل يلشنو يلرسن عليه الصلاة والسلام شاتل دزوخ دق غولخ دق حيخي حون مسيت تيبان ديل حيخور عامير توتنا تاريخ تعدر دينا بعوز لا إله إلا الله آل أحا استغلني لاتني يقع دقا ميلخ يولخ عزوزر دحون أتصل سيلح بوش بو ديل جرجر شارة شيء مريد شقي وش صار تقبل نريج هند أج ديل دق مل حيخ و حد وقت أنلوش دحون حد وقت أن مل ديل و زرع إيوه زرع حيخ ورا حصول شحون كشوحة إلا إلشنا عليه الصلاة والسلام عازبخ أكبر شو حلق وقشورجا ديل دق حيخ وردحون إلا وزي سيلح وش الله دال ديل جرجرنا بيزر سير بيركت دائما دنيا آخر تهله 213 лет исполнилось со дня рождения великого устаза шейха Кунта Хаджи Кишиева. В честь этого события Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале отметил значимость даты в истории чеченского народа. Шейх видел, что продолжающаяся многие десятилетия война ведет к полному истреблению нации и старался изменить судьбу своего народа, втянутого в бесконечные войны, наставить его на путь мира и созидания. Сегодня последователи устаза являются миллионами мусульман в России и десятках стран мира. Мюридом шейха был и первый президент Ахмад Хаджи Кадыров, выступавший за спасение нашего народа и пожертвовавший собой ради благополучия на чеченской земле. В регионе именем устаза названы улицы и мечети, а также Российский исламский университет.
Сегодня в республике прошли памятные мероприятия в честь дня рождения глубоко почитаемого шейха Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость. Жизнь и учение шейха Кунта Хаджи Кишиева – важнейшая часть истории духовной нравственной культуры чеченского народа. В основе его проповеди лежали идеи добра против зла, скромности, отсутствие излишеств, чистота помыслов и богоугодные дела. Рамзан Абуев расскажет, как вспоминали этого поистине великого человека. Восхваляя Творца и поминая его посланника, читают мавлид и делают зикр. Так отмечают день рождения Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, в родовом селении Илсхан-Юрте, его мюриды. Шейх внес неоценимый вклад в духовное развитие не только чеченского, но и всего кавказского общества. Его основными призывами к последователям были братство, равенство и справедливость. Благодаря ему многие люди пришли к исламу. Пятничная проповедь имама также посвящена его роли в истории. Места, связанные с шейхом, служат точками притяжения для верующих. Много людей бывает и на зиярте, где находился его дом. Здесь проводят обряд сага от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. وين ما هقرا اشت دنيا بالشين تيلا تساه دنيا مدو اشت قيل والليل شو إذا دين دا تشا دين دا جوش إيماج غير دا تشا إيماج نيل تاديش اشت دنيا بالشين تيلا تساه قيل والليل شو قوي أستاذ دال غير تويلسن اشت وين ما هقرا طبعا وين ما حكى عمسو متشكى عمسو يرشكى سان شتودوش مول شتوديوش ذكر شتوديش بقدرش حجيب والخ إمام شمال زام العدين اشتغل بالبرش بوصل الدنيا احتلوا مال دل درش دالش وين يقعنا ويغوينش إيمان اقتصدوا خيت بوصل الدنيا اقتصدوا خيت وبرت خليت. Заветы Кунта Хаджи Кишиева, да будет возвышена его святость, являются ярким примером миролюбивого характера и духа его учения. Еще одно важное место, связанное с его жизнью, Гайра-Корта, расположенное на окраине селения Илсхан-Юрт, где он молился в уединении. В 1864 году Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышенная святость, был приговорен к пожизненной ссылке. Причиной послужили его учения о мире, а также религиозная и просветительская деятельность. Несмотря на прошедшие годы, идеи и призывы богослову по-прежнему актуальны. По всему миру у него есть последователи, посвятившие свою жизнь служению Творцу и совершению добрых дел. Рамзан Абуев, Ислам Ибрагимов, Вести, Чеченская Республика. В Центральной мечети сердца Чечни богословы прочитали мавлид в честь дня рождения Кунта Хаджи Кишиева и сделали коллективное дуа, прося Всевышнего о милости и благоденствии для чеченского народа и всей мусульманской уммы. Подробнее в сюжете Магомеда Азиева. Пятница примечательна тем, что, вне зависимости от месяца и даты, она всегда является священным днем для мусульман. Еженедельно мечети заполняются верующими для совершения обязательной коллективной джумуа молитвы. Но сегодняшняя пятница особенна тем, что в этот день родился тот, кто донес ислам до чеченцев того времени и популяризовал его у ближайших народов и стал символом знаний Кунта Хаджи Кишиев, да будет возвышена его святость. تغنا شبعية خويتشو قاشنا إلسنو ترحج دال قيل سئلتنا خيدي كشيك الدنيا نشوال خيدي كشيك أنت دال شينا دوق علم دل ولاية الدل دال ولي ولش إلشان وارس ولش بوصوب دنيا أنت قاعية تغنا قاعية قوش ولش دنيني مع بوصوب دين دارجوش دال وزر مرزون شنيخ كير يوخش دال حاخور ناخ نسبش قيلا يوشول سامغوريان سيردك نشسندش أستيبنا دال شينا بوق بولتي بلنا دنيا شوقة يوكشو أوديغستان شوها حاجة بيركت تغنا لحشلو دايما لحتنا دو لحتر دولشتو دا المولا. Который год в Центральной мечети сердца Чечни организуется масштабный мавлид. Здесь же читаются зикры, мусульмане делают дуа и в лучших перспективах поминают Всевышнего Аллаха. Присутствуют как взрослые, так и молодые. У них у всех одна цель – поминание Всевышнего. И несмотря на временные промежутки, от самых старших до младших, все вместе стали плечом к плечу и совершают священный обряд.
Для мусульман любой вид поклонения является важным, из-за чего преуспеть в этом стараются все и каждый. Благодаря таким событиям ислам в жизни людей будет крепчать, а они будут более стойкие в своей религии. Магомед Азиев, Ислам Нуцуров, Магомед Бараханов. Вести, Чеченская Республика. Также религиозные обряды прошли у святыни матери шейха Кунта Хаджи Кишиева. В атмосфере духовного единства верующие читали молитвы, совершали зикр и вспоминали заветы великого шейха, призывавшего к миру и духовному очищению. Слово Лейли Муртазовой. День рождения великого устаза стал событием духовного единения мусульман-субъекта. В честь этой даты верующие собрались в зиярте матери шейха Кунта Хаджи Кишиева. Да будет возвышена его святость. Здесь прошли коллективные молитвы и зикры в память о духовном наставнике. В этом году Кунту Хаджи исполнилось 213 лет. Это один из самых уважаемых шейхов Кавказа XIX века. Его духовное учение оказало огромное влияние на становление религиозной идентичности чеченского народа. Верующие региона с большим почтением отмечают все значимые даты, связанные с Кунтом Хаджи. Он призывал к терпению, любви и смирению. Его заветом народ придерживается до сих пор. Участники коллективных обрядов также отметили величие исламского проповедника. Он красноречием и личным примером распространял религию Аллаха. В этот день по всей республике прошли памятные мероприятия, приуроченные ко дню рождения Кунта Хаджи Кишиева. Мечети субъекта были также заполнены, где проводили религиозные обряды. مسا ويمخع ريون نتسنتر شكح ذكر شداش غالح مسا قيو جيون شكح ذكر شداش تاخ ويمخدي أمور مفتي صالح حاجي أمور ساشتبال بويد عبيوت شيلره قيمر ترى دول مجدق ديل سلام خيل قيمر خشوعها تاخ تان رود بعدين رود بعد شيشت ذكر داش ذكر دين دول شلت تاخ دعنش داش ويدينا نوي تاخ وي حلقر بتشع أحمد حاج دجالوش تاخ قبل وي أوكرانيا عبولش بولو وي كنتي عالش بر لربر كده قرديوخش وي موخك بيوخش بوصل نح بيوخش إيش دعنش داش إبالخ بالش تعبيوش بال بخوي دال ملا. Великий устаз был миротворцем, свет которого по сей день продолжает вести тысячи верующих сердец. Одним из его мюридов был и первый президент Чеченской Республики, герой России Ахмад Хаджи Кадыров, отдавший все для благополучия чеченского народа. А его мудрая политика смогла закрепить ислам на территории субъекта, благодаря чему сегодня мусульмане региона могут полноценно исповедовать свою религию. Лейла Муртазова, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. К другим темам. Больничные, пенсии, пособия для детей и все это в одном месте. Социальный фонд России отмечает 300-летие. Мероприятие стало поводом не только для праздничных поздравлений, но и для подведения важных итогов работы и награждения лучших сотрудников. Обо всем по порядку. Рабиат Гайтиева. Эти организации десятилетиями обеспечивали пенсионные выплаты, пособия, поддержку инвалидов и матерей. Социальный фонд России был создан в 2022 году по указу президента Владимира Путина. За эти годы фонд стал единым центром социальной поддержки, объединив функции пенсионного фонда и фонда социального страхования. И больше нет необходимости ходить по разным инстанциям, ведь теперь все виды поддержки можно получить в одном месте. Отделение Социального фонда России по Чеченской Республике с первого дня уверенно выполняет свою миссию. Это быть надежной опорой для людей, особенно для тех, кто нуждается в заботе и внимании. Наш успех невозможен без прочного фундамента, заложенного первым президентом Чеченской Республики, героем России Ахмад Хаджи Кадыров.
В рамках торжества отметили сотрудников, внесших большой вклад в развитие социальной сферы. Благодарности и почетные грамоты вручил управляющий Социального фонда России по Чеченской Республике Мухаммад Эми Ахмадов. В своей речи он упомянул, успехи фонда – результат слаженной работы команды и поддержки руководства республики. Я в этой системе работаю 23 года уже. И не было ни одного дня, чтобы я пожалела, что я пришла в эти стены и проработала здесь столько времени. В принципе, можно сказать, свою жизнь отдала этой системе. Марит Гадаева более 30 лет помогает людям получать положенные выплаты, а дома воспитывает 11 детей. Сегодня многодетной семье Марит была оказана особая поддержка от регионального общественного фонда имени Ахмада Хаджикадырова. Баркала деревская але, вайн мехнан эманина месивна. Сунка Рамзан Кадыровна. Вот турбаркала але, сунсай кигло хочуна, муамт амин Исаевична, деревскил, соседарна хасун, со ларавна. Сегодня Республики социальный фонд выплачивает 63 вида пособий. Отделение активно внедряет цифровые сервисы. Так, в Чеченской Республике фонд сократил сроки назначения выплат в 2 раза, переводя 90% услуг в электронный формат. Отделение Социального фонда России по Чеченской Республике – это слаженная структура, обеспечивающая все ключевые направления соцподдержки. Фонд входит в число лидеров по внедрению инноваций, участвуя в федеральных пилотных проектах, что позволяет оперативно улучшать сервис. Здесь изучает и уплачивает все виды пособий от выплат при рождении ребенка до пенсий. Социальный фонд России объединяет лучшие практики прошлого с технологиями будущего, а главное – сохраняет человеческое отношение к каждому. Именно так, шаг за шагом, строится настоящее социальное государство. Рабят Гаисиева, Мусор Хаджиев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. В лицее «Квант» впервые прошла торжественная церемония вручения аттестатов. В этом году 11 класс окончили 33 ученика. Среди них 4 получили золотые медали, 2 серебряные. Выпускникам вручили грамоты за успехи в учебе, а их родителям благодарственные письма. Директор лицея, педагоги поздравили вчерашних школьников с важным этапом в их жизни, пожелав им уверенно идти к своим целям. У нас было абсолютно одинаковый подход к вам, что вы для нас были все одинаковые, как наши члены семьи, как наши дети и ваши родители, как наши братья и сестры. И мы действительно вместе с вами делали этот результат. И я рад, и мы рады, и вы рады, что мы сегодня чествуем такой результат. Джиу-джитсу – боевое искусство, основанное на контроле, бросках, болевых и удушающих приемах. В нем побеждают не сила, а техника. Сегодня это одно из самых быстро развивающихся видов спорта в регионе. Новые секции, первые чемпионы и даже международные успехи. О героях татами в репортаже Рамзана Боева. В позиции гард удушающим приемом треугольник Абдурахим Букаев одерживает победу в первом бою. Еще несколько поединков, и юный спортсмен получает серебряную медаль на открытом чемпионате Европы по бразильскому джиу-джитсу лиги ТВВ. Я дрался в возрастной категории до 11 лет, в весовой категории до 31 килограмма. Организация была очень хорошая. Мне понравилось то, что там были большие татами, и там сразу вызывали много людей, чтобы быстрее все закончилось. Для Абдурахима, который занимается спортом всего 5 месяцев, это первый шаг в большом спорте. Но семейная копилка пополнилась не только серебром. Его брат Асхаб, продемонстрировав железную волю и отточенную технику, завоевал золото. Он уже вовсю готовится к следующему серьезному испытанию – турниру в Объединенных Арабских Эмиратах. В первом раунде я хотел сделать треугольник, но до конца не сделал. Потом в следующем раунде уже сделал треугольник досрочно. Я хочу полететь в Абу-Даби, чтобы занять первое место чемпионату мира и стать, конечно же, обладателем желтого пояса. Бойцов тренирует обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу Арсен Бараков. На чемпионате Европы в Ростов, где собрались сильнейшие бойцы со всего континента, наставник вывел на татами 16 своих воспитанников. 9 из них вернулись домой с золотыми медалями. Выезжали мы в составе 16 человек. В целом результатом, альхамдулилlah, доволен, но
так как я очень самокритичен, и не все заняли первые места, то считаю на 4, вот так поставил бы оценку. В большинстве, были случаи, где конкретно мои ребята выходили друг против друга, так получалось, что в финале, либо в полуфинале, и тут уже кто-то по-любому второй занимает или третий, один первый. Среди рекордов, установленных его учениками, есть поистине феноменальный. Один из атлетов одержал 3 безоговорочные победы, показав счет 100-0 по очкам в своих поединках. А другая молниеносная схватка завершилась болевым приемом всего за 3 секунды. А самым юным чемпионом стал 6-летний Байсангур. Он заставил трибуны аплодировать стоя. У меня было 3 схватки. Победил и стал чемпионом. Для меня это очень большая мотивация, буду еще больше тренироваться. Еще один из братьев Букаевых, Арби, также пополнил семейную копилку наград, став призером. Он боролся в весовой категории до 34 килограммов. За 1,5 года занятий джиу-джитсу уже поднимался на высшую ступеньку пьедестала чемпиона России и дважды чемпиона СКФО. Готовился к соревнованиям очень хорошо. Хотел занять 1 место, но мне немножко не хватило. Впечатление, турнир проходил в красивом городе, и вся эта организация турнира мне очень понравилась, особенно начало и открытие этого турнира. Сам тренер Арсен убежден, атлет – это не просто набор физических данных, а уникальная личность, поэтому каждому требуется индивидуальный план работы, и в первую очередь тренер должен быть психологом, способным раскрыть весь потенциал. Взял руку, до конца пошел. Сегодня они в родном зале, полные эмоций, делятся впечатлениями от турнира и уже ставят новые амбициозные планы. Спортивный зал – это кузница характера, арена для преодоления пространства, где рождаются мечты. И чтобы они не угасали под тяжестью усталости или сомнений, здесь используется мощный, но ненавязчивый инструмент мотивации. Вдохновляющие цитаты и выражения, развешанные прямо на стенах. Возьмем, к примеру, фразу «Если хочешь что-то изменить, начни с себя». Для юного спортсмена, который сталкивается с вызовами, это прямое руководство к действию. Завтра спортсмены отправятся на сборы в высокогорье республики, где пройдут интенсивные тренировки, чтобы отточить свои физические возможности и быть готовым к победам. Впереди новые вызовы и новые титулы. Рамзан Абуев, Сайдамин Мусаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская Республика. Интриги, юмор и море музыки. На большие экраны вышла премьера «Плагиатор» – отечественное кино с неожиданным сюжетом и звездным актерским составом. Это легкая романтическая комедия о современной жизни и ее актуальных проблемах с неоднозначным финалом, который заставит зрителя подумать. В Грозном премьера уже состоялась, и на ней побывала моя коллега Медина Мударова. Свежие аранжировки, любимые актеры, неожиданные повороты сюжета – это идеальный рецепт летнего кино. Теперь у зрителей появился еще один повод заглянуть в кинотеатр. Фильм «Плагиатор» вышел на большие экраны с 10 июля при поддержке телеканала «Россия». История повествует о молодом музыканте. Егору 30 лет. Его работа – подпевать гостям в караоке, но его мечты масштабнее реальности. Он хочет петь свои песни и построить счастливую жизнь со своей невестой. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда он находит в своем шкафу портал в 1991 год. Здесь-то и начинаются настоящие приключения. Ошарашенный герой бегает по улице, и вскоре выясняется, что любой психологический или физический удар выбивает его обратно в настоящее. В прошлом Егор начинает исполнять суперхиты разных лет, выдавая их за свои. Плевать, если я заболею, я сам себе поставить банки сумею. И мне никого, не надо. В один момент на него обрушивается все – слава, деньги. Но есть одна загвоздка. Каждая попытка изменить прошлое меняет и будущее, причем не всегда в хорошую сторону. Я последнее, что помню, это лицо мамы. Ей там лет 25 плюс-минус. Ну, это прям она, понимаешь, что я точно это почувствую. Вот. Роль Егора исполняет Роман Евдокимов. Он играет молодого музыканта, мечтающего изменить свою жизнь и столкнуться с вызовами прошлого. Чтобы подготовиться к роли, актеру пришлось учиться играть на огромном количестве музыкальных инструментов. Да и вокальные сцены он исполнял сам, без записи. Для меня музыка всегда была очень большой зоной интереса. Я никогда не занимался ей профессионально, но я музыку очень сильно люблю. Она занимает очень большую часть моей жизни. Поэтому
Может быть, это какая-то нереализованная мечта, одна из нереализованных мечт детства — быть музыкантом. И в данном случае мне было очень, конечно, интересно и приятно попробовать чуть-чуть углубиться в музыку в процессе съемок. В фильме звучат суперхиты прошлых лет в новых аранжировках. Главную песню героя «Я буду там» написал музыкант Антон Беляев. Композиция стала частью фильма и вошла в его саундтрек. «Плагиатор» — необычная музыкальная романтическая комедия, которая сочетает в себе глубокий смысл и легкий юмор. Его главная идея — ценить настоящий момент, не переживая о прошлом или будущем. Юлю сыграла Стася Милославская. Актриса признается, ее зацепил как сценарий, так и сама героиня, с которой она совершенно не похожа. У моей героини очень заряженный такой папа. Девочка из хорошей семьи, такая живущая в золотой клетке и так далее. Это не я. Вот. Я слишком рано выпорхнула из дома, всего добивалась сама. Да, родители у меня есть, всегда были моим тылом, но все равно как бы рассчитывать мне приходилось и приходится только на себя. Вот. Мне никто не подстилал никакую мягкую подушечку и так далее. То есть, а вот Юля, она такая, как бы в целом, если она не будет работать, у нее все равно все будет хорошо, потому что есть папа, папа обязательно все устроит и так далее. Это совершенно другой, мне кажется, психотип людей вообще. Вот. У них по-другому, они по-другому смотрят на этот мир. В Грозном премьера фильма уже состоялась, и зрители поделились первыми эмоциями. Адам Сулейманов, ценитель российского кинематографа, не пропускает ни одну премьеру. Фильм «Плагиатор» вызвал у него множество эмоций. Мне очень понравилось, что данный фильм имеет не только развлекательный характер, но и познавательный. И, как мне показалось, основная суть фильма заключается в том, что каждое наше действие, где бы, когда бы и кем бы оно ни было выполнено, оно имеет свои последствия. И сюжетная линия главного героя об этом ярко повествует. И еще мне показалось, что фильм содержит очень яркую мотивационную часть, тем самым доказывая, что настоящих результатов можно достичь только через трудности. Показ фильма только начался, однако в кинотеатре «Киностар» прогнозируют большой успех картины. Зрители выходят со множеством впечатлений после просмотра. Только что вышел из зала после просмотра фильма «Плагиатор». Сам фильм очень запоминающийся, сюжет очень интересный, с временными петлями. Качественные фильмы русского кинематографа выпускаются все чаще, а их рейтинги и просмотры становятся все выше. Картина «Плагиатор» точно вызовет у вас бурю эмоций. Фильм уже в прокате, поэтому не пропустите. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Магомед Бараханов, Вести, Чеченская Республика. Аномальная жара накрыла Чеченскую Республику. Сотрудники Чеченэнерго работают в режиме повышенной готовности. В регионе температура достигает свыше 40 градусов, что значительно увеличивает нагрузку на электросети. Для предотвращения технологических нарушений задействованы 27 бригад, 117 специалистов и 47 единиц спецтехники. В распоряжении компании 14 резервных источников электроснабжения для обеспечения важных социальных инфраструктурных объектов. Чеченэнерго рекомендует отключать неиспользуемую технику, заменять лампы накаливания на энергосберегающие и правильно эксплуатировать холодильник. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева, и до новых встреч в эфире.